Малисай – маленький горный городок на юге Киргизии. Уютный, чистый. Он расположен в узкой горной долине, среди зеленых холмов. Он молод, этот город. Его биография насчитывает всего 24 года. И большинство его жителей – ровесники ему. Город быстро растет, расстраивается, хорошеет, потому что в его небольшую биографию вместили судьбы тысяч людей, отдавших и отдающих ему свои знания, умения, труд. Он для многих своих жителей уже воплощенная мечта. И остальные связывают надежды на ее осуществление тоже с ним. Сегодня его гости – друзья из братских социалистических стран, участниц СЭФ. Местом 10-го заседания рабочей группы номер 8 Интерэлектро выбран город Малисай. Это не случайно, потому что здесь расположен один из крупнейших заводов Европы. Здесь производится огромное количество источников света, которые обеспечивают не только Среднюю Азию, но и значительные другие районы страны. В 10-м заседании рабочей группы особое внимание уделяется формированию плана на последующую пятилетку. И будет особое внимание обращено на дальнейшую механизацию процессов производства, концентрацию производства и специализацию всех стран-участников Интерэлектро. Мы надеемся, что сотрудничество совместное даст нам возможность иметь уровень производства очень высокий. Гости высоко оценили производство. И обоснованно Малисайский электроламповый, гордость отечественной электропромышленности. В нем воплощен опыт других электроламповых предприятий, потому что его строила вся страна. Сибиряки и уральцы, москвичи и рижане, посланцы Закавказья и, конечно же, всех республик Средней Азии. И многие остались здесь, растили завод, а с ним и город. Малисай также пример искренней дружбы, понимания и взаимопомощи, делового сотрудничества между странами-участницами СЭФ. На заводе много оборудования из Польской Народной Республики, из Болгарии, а товарищи из венгерской электротехнической фирмы «Тунгсрам» помогали в наладке и пуске сборочных линий электроламп. Сейчас малисайцы ежесуточно выпускают более 1 400 000 электроламп. Ими освещаются многие города и села земли. 53 страны покупают продукцию завода. А более 41% продукции удостоено почетного пятиугольника государственного знака качества. Хороший отдых – залог хорошего труда. Гости смогли посмотреть, как малисайцы умеют и трудиться, и отдыхать.
заводе, несмотря на его молодость, уже трудится несколько рабочих династий. Жили-были 3 сестры. Старшая Айша работала на заводе. Она решила пойти по стопам родителей. Средняя, Бурмакан, глядя на нее, тоже пришла на завод и работала так, что ей скоро оказали высокое доверие. Выбрали депутатом Верховного Совета Республики. А за старшими и младшая, Улкан, тоже пошла на завод. Вот она, рабочая династия Мамыркуловых. 3 сестры работают в одном цехе, а скоро на завод придут еще 6 их братьев. Целая династия составится. Малисайцы, одни из первых в республике, поддержали почин рабочих московского завода «Динамо». Сейчас они все работают по личным комплексным планам. И лозунг «Умеешь сам, научи товарища» здесь имеет конкретное воплощение. Мамаджан Атамурзаев пришел на завод сразу после службы в армии. Братья его, Асмаджан и Сарыджан, работают здесь токарями. Мамаджан стал наладчиком. От его работы зависят показатели всей бригады сборочного цеха, и он не допускает простоев оборудования. Чувство ответственности перед товарищами – главный принцип в его работе, и ему он учит других. Атамурзаев ведет большую общественную работу, являясь депутатом городского совета и членом горкома партии. И есть чему гордиться основателю рабочей династии старому Атамурзе. Вот и Мамаджана, как и его, наградили орденом Знак почета. А недавно пришла еще одна радостная весть. Решением бюро ЦК ВЛКСМ ему присвоено звание лауреата Ленинского комсомола в области производства. Лицо города – это лицо людей, живущих в нем. У этого города красивое лицо, правда ли? И содержание красивое. В Малисае уже немало признаков города коммунистического быта. Вот уже более 10 лет в кинотеатрах и других культурных учреждениях города нет контролеров, не говоря уже о городском транспорте. Город, как и человека, можно и надо воспитывать, потому что он, как и человек, вмещает в себе привычки, традиции, уважение духовных, культурных, исторических ценностей. Этот город хорошо воспитан. В нем живут прекрасные традиции. Об этом и рассказывает герой социалистического труда, персональный пенсионер Кушназар Юнусалиевич Юнусалиев. 25 лет тому назад я работал в районном исполнительном комитете. И мне довелось не только выделять землю под город, но и участвовать в его планировке. Здесь была голая, выжженная солнцем долина, говорит Аксакал. Но нам хотелось, чтобы дети наши жили в прекрасном саду. И, наверное, одно из первых деревьев посадил здесь я. И все посадили. Здесь родились все мои дети. И дети моих детей. Теперь уж я сажаю деревья в честь моих внуков. В этом городе пока что не так уж много жителей. И рождение нового человека здесь радостное событие для всех. И поэтому так торжественно отмечается день наречения именем. Представители горкома партии, горкома комсомола, горисполкома, товарищи по работе, друзья собираются в этот день во Дворце культуры. Это не только счастье родителей, но и общая радость явления в мир нового человека. Основа будущего здоровья закладывается с детства. И с первого дня рождения о здоровье детей заботится город. Сотни детей любят заслуженного врача Киргизии Зайтуну Шариповну Костикову. Уважают горожане и заслуженного врача республики, педиатра Иркин Абдылдаевну Абдылдаеву.
с Леной родились в этом городе. Здесь наша родина, и здесь нам очень нравится. И мне кажется, лучше нашего города нет. В этом году мы кончаем 10 классов. И перед нами открывается много дорог. Как мы могли бы так же, как и наши одноклассники, разъезжаться по всем городам, но мы остаемся здесь, так как мы любим детей и хотим работать в детском садике. Своих детей отцы и матери одинаково любят во всех углах. Но в нашей стране, кроме родительских рук, детей воспитывает, направляют и поддерживают добрые и сильные руки государства. Забота о детях освящена нашей Конституцией. Ленинский принцип «все лучшее детям» стал одним из законов советского общества. В Малисае около 6 тысяч малышей посещает более 15 детских садов и яслей. Как интересно тайны ракетоплавания познавать с детства. И кто знает, не будут ли они через десяток-другой лет отправлять на земную орбиту караваны больших ракет. Ребята из Малисайской станции юных техников, неоднократные призеры международных и всесоюзных соревнований. Я только что увидела их. Вопрос, который мне могли бы задать, почему именно Малисай мы выбрали местом не только тренировок своих, но и соревнований, вполне закономерен, и ответить на него было, пожалуй, бы нетрудно. Ну, прежде всего, стрельба из лука уже перестает быть сезонным видом спорта. Ученики в настоящее время, чтобы показывать высокие результаты, должны тренироваться круглый год. И они стремятся это делать на воздухе. Так вот, Малисай – одно из тех мест, где можно значительно продлить спортивный сезон. Те, кто следят за нашим видом спорта, очевидно помнят имя Андрея Рейхерта, который стал одним из лидеров на молодежных играх всесоюзных. Те условия, которые нам здесь предоставляют, помогают нам отлично готовиться к соревнованиям.
Здесь горы в небо манят. Кажется, протяни руку с вершины и упрешься в купол. Но ребята знают, шаги в воздухе требуют тщательной подготовки на земле. Это не только отдых. Жажда полета – это самовыражение, утверждение себя в жизни. Птицы тоже учатся летать. Ветеранам почет, а молодым высокая честь быть на страже Родины. И это еще одна добрая традиция – провожать всем городом ребят на службу в ряды советской армии. И нет сомнений, где бы они ни были, они не уронят чести своего города. Малисай еще и город студентов. Таня Шевченко – одна из многих, кто готовит свой дипломный проект. 15 июля у меня защита диплома. После того, как я защищу диплом, я буду работать на нашем заводе. Училась я хорошо, даже можно сказать отлично. И поэтому, когда я буду работать, я хочу быть похожей на нашего бригадира Люду Салминову или Таню Онищенко. Они ведь тоже окончили наше училище. Да и вообще много ребят окончили наше училище. Наверное, более 5000. Сама я приехала сюда из Кокьянгака. И этот город мне стал родным. Может быть, даже потому, что здесь я встретила Женю. Он электросварщик, мой муж. Город растит завод. Завод растит город. Ребята, окончившие городские технические училища и электромеханический техникум, идут на завод. Это уже потомственные горожане, потомственный рабочий класс. Здесь они выросли, здесь их дом. Из года в год увеличивается жилой фонд завода, а стало быть и города. Горком партии, горисполком уделяет постоянное внимание его дальнейшему развитию. И поэтому так внимательно изучает проекты и предложения главного архитектора Натальи Михайловны Подопригора. Я недавно приехала в Малисай. До этого окончила Новосибирский инженерно-строительный институт, факультет архитектуры по специальности градостроительства. По роду своей работы я объездила много городов. Но именно Малисай привлек меня своей первозданностью, наивностью. Вы знаете, я ровесница этого города. Это прекраснейший город. Сложный рельеф, богатейшая палитра красок.
зелень всех оттенков и нюансов. Все это привлекает. Строить здесь очень интересно. Мне бы хотелось, чтобы этот город был еще более красив и удобен. Я думаю, что часть моих замыслов будет выполнена. Мечты молодых связаны с судьбой города. Об этом говорит Танзиля Тугелова. Этот город мне подарил 3 счастья. Здесь я нашла техническое училище, пошла работать на завод, окончила техникум, вечернее отделение, стала членом партии. У меня здесь много подруг, с которыми я общаюсь каждый день в общежитии и на заводе. И все мои подруги и я тоже живем в ожидании радости. И надеемся, что этот город принесет нам счастье. На юге Киргизии расположен этот светлый город Мелисай. Светлый, потому что молод, потому что имеет светлые планы и мечты, потому что продукция его завода дарит свет, а значит радость многим и многим людям. Город живет в едином созидательном ритме всей страны.